На этой неделе впервые в Татарстане прошла уникальная патриотическая акция «Телемарафон. Все свои». На одной площадке собрались люди разного социального положения, разного возраста, рода занятий из разных уголков республики. Телеканалы, все основные СМИ работали в одной связке. Огромную организационную работу провели сотрудники республиканского агентства «Татмедиа». Особенно хочу выделить первого зама Татмедиа Эльвиру Фанисовну Ахметову, которая вместе с нами не сомкнула глаз все 5 дней, которые были отпущены на подготовку. Слова благодарности Андрею Кузьмину и команде канала «Татарстан-24», замечательной ведущей Аделе Коломеец, Фердусу Гемалдинову, руководителю ГТРК «Татарстан», и его потрясающим ведущим Эльмире Заляевой и Алмазу Хакимову, нашему ведущему тоже суперпрофессионалу Ильдару Киямову, исполнительному директору АО «Татмедиа» Ниязу Горееву и его команде, руководителям и сотрудникам телекомпаний «Челнов», «Нижнекамска» и «Мамадыша» за безупречные профессиональные прямые включения в телемарафон. Хочу поблагодарить нашего контент-партнера, агентства маркетинговых коммуникаций, государственной структуры, а также главу администрации Лениногорска Хусаинова Рягата, мэра Челнов Наиля Магдеева, главу Тетюшского района Рамиса Софиулова, главу Альметьевского района Тимура Нагуманова, главу авиастроительного и Новосавиновского районов Фаниса Нурмухаметова, главу Советского района Романа Фатхудинова, мэрию Казани, общественные организации за помощь и поддержку. Нам очень помогли сотрудники и руководство стадиона «Акбарс-Арена», где была организована передвижная телевизионная и информационные площадки. Отдельные слова признательности вице-премьеру правительства Татарстана Лейле Ринатовне Фазлеевой, которая была с нами в этот день. Только представьте себе, за 12 часов в прямом эфире выступили около 60 гостей телемарафона. Состоялись прямые включения из разных городов Татарстана, из Москвы, Луганска, Донецкой области и других. Это был и технически, и творчески, и организационно очень сложный телевизионный проект, на реализацию которого нам дали всего неделю. Это был вызов, и я скажу вам честно, восхищен работой нашей команды. Многие зрители, думаю, видели этот масштабный телемарафон, который поддержали большинство средств массовой информации республики. В их числе крупнейшие интернет-издания «Реальное время», «Бизнес онлайн», «Казань Ферст», а также радиостанции «Бим-радио», «Радио Кунгель», «Авторадио», «ДФМ», «Радио Болгар». В целом, во время телерадиомарафона была продемонстрирована мощь и возможности средств массовой информации республики. И я горжусь, что являюсь частью этого могучего сообщества. О значимости и значении проекта «Все свои» Зуфар Давлетшин. Хорошо. Аделя, вставай чуть в свое лево. Мне галстук поправить? Поправь галстук, пожалуйста. Я не умею поправлять галстуки. Первый гость уже должен стоять здесь. Если гостя нет, вы сообщаете нам, а она через оператора сообщает, что гость пока не подошел. Ладно? В свое лево или слева от смотрящего. Здесь свой язык, свои правила. И о том, что за несколько секунд до эфира происходит замена гостя, зритель не должен догадываться, как и о том, что подготовка к этому марафону шла почти круглосуточно. И первый раз на одной площадке ведущие разных каналов. Здесь нет конкуренции, никто не соревнуется, кто первый сообщит важную новость. Здесь все свои. Такая коллаборация ведущих, удивление в плане того, что на площадке другого телеканала мы с Аделей ведем телемарафон. Аделю я знаю давным-давно. Во-первых, мы из Нижнекамска, мы работали на одном канале. Да. Мне кажется, такое вообще, в принципе, впервые у нас в республике подобные мероприятия. Такой крупный масштабный марафон, на котором все СМИ как-то вместе, сплотившись, прям делают одно важное дело. На протяжении 12 часов сменяя друг друга прямо во время эфира, чтобы отдышаться и снова вернуться к гостям марафона. Такая получилась сборная Татарстана по телевизионному мастерству. Задача не из легких, конечно же. Мы друг друга, может быть, видели только по телевизору, по ящику, как говорится. А сегодня вот на одной площадке сработать с партнером, ощутить его дыхание, его манеру, его подачу. Но я думаю, что мы справились. Сейчас единая задача стоит перед нами, единая цель, которую мы преследуем, рассказать людям как можно более подробно о тех возможностях, которые есть. И, наверное, здесь как бы уже
неважно, шильдик какого канала висит, ну, не случайно же и с картинки, в принципе, он снят. Тоже чувствую дыхание. Да, тоже чувствую дыхание. Ну и потом тут такие мэтры вместе с нами. Ну, как бы, тут надо только смотреть, наблюдать и бдить, внимательно учиться. Я хотел бы тоже добавить, что такая красивая девушка, ничего плохо работать. Конечно же, сработались, альхамдулилля. Гости приезжали из дальних районов и разного социального положения, чтобы высказать свое мнение по поводу специальной военной операции и службы по контракту. Общий настрой патриотический. Поддержка военнослужащих и их семей, можно сказать, многоуровневая, общефедеральная, региональная. В каждом районе придумывают свои меры, помощь оказывают предприятия, организации, предприниматели и просто неравнодушные люди, как могут. И все больше тех, кто лично доставляет гуманитарные грузы в зону боевых действий. Настроение, на мой взгляд, как человека, побывавшего там, боевое, нормальное, мужское. Поэтому в данном случае хочу сказать, в целом боевой дух тех воинских частей, где мы побывали, достаточно высокий. Сегодня с гордостью охота сказать за своих ребят. Сегодня все, кто там принимает участие в специальной военной операции, это все свои ребята. Нету моих, чужих, другой район, это все наши. И вот искренне, не стесняясь скажу, они говорят, победа будет за нами. Казалось бы, кто их научил, кто им такой, сидя, пьем в блиндаже чай, и ребята говорят, победа будет за нами. Так не отрепетируешь. Это вот внутренний духовный подъем. И всегда было так, что в тылу, в тяжелые для страны дни, делается все для фронта, все для победы. Когда на передовой уверены, что дома все в порядке, что семью поддержат, то и боевой дух поднимается. Это то самое, когда общая цель делает страну единой и сплачивает людей когда-то с разными интересами и задачами. Люди встают тоже крепким тылом, как это и всегда бывает, да, и в годы Великой Отечественной войны. Мы сейчас должны все сплотиться. Мужчины России, они сильные духом. И, конечно, я уверена, что большинство ребят увидят вот этот телемарафон все свои и примут вот это важное и нужное решение пойти и защитить своих родных и близких. Обеспечение тыла – это один из важных моментов и важных источников победы для каждого бойца. Тепло дома, надежда на то, что тебя ждут, что ты обязательно вернешься. Мне кажется, это играет огромную роль в душевном состоянии и стремлении к победе каждого парня, каждого мужчины, который сегодня находится на передовой. Среди участников марафона представители власти и духовенства, журналисты, военнослужащие запаса и действующие участники специальной военной операции, историки, благотворители, деятели культуры. И это только в масштабах Татарстана. А страна наша, как известно, широка. Россия, моя ты Россия, от Волги до Енисея. Собственно, и в зоне специальной военной операции мужчины с этих самых необъятных просторов России. И неважно, кто чем занимался на гражданке, теперь они все равны, все в одинаковых условиях, независимо и от возраста. Сколько вам лет? Мне 22 года. Что вас мотивирует сейчас и как началась ваша история на специальной военной операции? Ты знаешь, что там тоже окружают тебя только близкие и истинные люди. Мне всегда говорили, никто кроме нас. Поэтому я хочу то же самое сказать всем, никто кроме нас. Естественно, не надо ждать чуда, надо действовать. И сильное удивление вызывает еще одна гостья марафона – Марта, тоже действующий участник специальной военной операции. В 22 года вы приняли для себя решение, 21, да. 21 даже, да, прошу прощения. Слушая юную по возрасту и мудрую по духу девушку, вспоминаются кадры фильмов о Великой Отечественной войне, на которой было много таких, как она. И у моего товарища полетела пуля, то есть снайпер за ним охотился. Мы несколько метров друг от друга лежали, и вот я не забуду, как его вытаскивала. Такой тяжелый был. Да, но нет, сейчас он в госпитале, все хорошо, прооперировали, вот жду его. Планируете дальше свою жизнь связать как-то вот с военной да, специальностью? Да, конечно. До конца СВО я планирую служить. Не хотите возвращаться? Нет, нужно закончить это дело. Gentlemen,
Джентльмены, I'm 25 years old, мне 25 лет. and I have killed 309 Я fascist убила occupantes by now. 309 фашистских захватчиков. Do you think, gentlemen, Не кажется ли вам, джентльмены, that you have been hiding что вы слишком долго прячетесь за behind my моей back спиной? for too long? И, пожалуй, можно считать слова героини фильма обращением и к сегодняшнему поколению. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней.